После чего человек оказывается за решеткой. Как истребовать долг? Это один из таких часто возникающих вопросов, когда ко мне приходят люди вот именно с такой проблемой. И когда я начинаю задавать вопросы обычные. Вы заключали договор займа, не заключали договор займа, есть ли у вас расписка, нет ли у вас расписки, каким образом вы передавали деньги, в какой валюте, сколько времени прошло. Начинают выясняться очень интересные вещи. К сожалению, люди передают деньги в долг, даже не беря расписку. Я уже не говорю про то, что передаются деньги без заключения договора займа. Конечно, это все неправильно. Есть еще другая проблема, когда уже люди ко мне обращаются, когда проблема зашла слишком далеко. Что это значит? Родственники ко мне обращаются и говорят: нашего супруга, нашего брата, дядю посадили в тюрьму за то, что он требовал свои деньги. И что это значит? Это значит то, что на самом деле когда-то человек передавал в долг деньги, но должник не возвращал, и он вместо того, чтобы обращаться в суд, идти в суд за деньгами, он начал требовать: верни мои деньги, или я тебе морду набью. Иногда и так и бывало. И когда так бывало, этот человек, должник, уже обратившись в правоохранительные органы, уже подготовленный и морально, и всевозможными устройствами специальными, которые фиксируют либо угроза применения насилия, либо само насилие, после чего человек оказывается за решеткой. То есть, чтобы избежать таких неприятных последствий, во-первых, нужна расписка, либо вообще было бы идеально договор займа заключить. Почему? Потому что если вы заключаете договор займа, впоследствии, если вам не возвращают в установленный договором срок, вы идете к нотариусу, и нотариус выписывает сейчас исполнительную надпись. Если просто расписка, то вы можете обратиться с исковым заявлением в суд. Иногда в договоре или в самой расписке, иногда такое встречается, необходим досудебный порядок урегулирования спора. Что это значит? Это значит, что перед тем, как обратиться с иском в суд, надо обязательно обратиться с каким-то письменным заявлением, либо с письменной претензией к должнику и сказать: слушай, дорогой, я тебе передавал в долг деньги, ты не вернул, пожалуйста, верни в установленный срок, допустим, через 2 недели или через 3 недели. Если ты этого не сделаешь, я обращусь с иском в суд. После того, когда вы все это делаете, вы идете с иском в суд, обращаетесь. Об этом я расскажу в другом видео.